С миграционной службы проверка документов. Учитывая актуальность для нашей республики решения вопросов по трудовой миграции и защиты прав и интересов граждан Республики Таджикистан, приказом президента Республики Таджикистан 21 января 2011 года была образована миграционная служба при правительстве Республики Таджикистан. И в мае того же года, то есть в 2011 году, начал функционировать в России представительство миграционной службы при правительстве Республики Таджикистан в Российской Федерации. В связи с структурными реформами в 2014 году представительство наше было введено под ведомство Министерства труда, миграции и занятости населения Республики Таджикистан. Основная задача представительства – это в первую очередь защита законных прав и интересов граждан Республики Таджикистан в Российской Федерации. В нашу обязанность, в нашу непосредственную задачу, обязанности входят в соответствии с положением о деятельности представительства и в рамках своих компетенций мы занимаемся вопросами, мы занимаемся оказанием юридической и правовой помощи трудовым мигрантам, гражданам Республики Таджикистан, временно осуществляющим трудовую деятельность в Российской Федерации. Также в тесном сотрудничестве с соответствующими структурами Российской Федерации способствуем в разрешении проблем, связанных с задержками, невыплатами зарплат трудовых мигрантов со стороны недобросовестных работодателей. Также мы занимаемся вопросами по трудоустройству, а также по изучению рынка труда. Мы тесно сотрудничаем с хозяйствующими субъектами, с потенциальными работодателями, заключаем договора по сотрудничеству. Мы также в этом направлении ведется очень большая работа. Это не тот полный комплекс работ, которые мы делаем здесь, в Российской Федерации. В 6 федеральных округах у нас работают откомандированные наши сотрудники. Это Дальневосточный федеральный округ, город Хабаровск, это Северо-Западный федеральный округ, город Санкт-Петербург, это Сибирский федеральный округ, город Новосибирск, это Уральский федеральный округ, город Екатеринбург, это Южный федеральный округ, Краснодар и Приволжский федеральный округ в городе Казани. Также откомандированные наши сотрудники занимаются теми вопросами, с которыми обычно сталкиваются наши трудовые мигранты. Офис представительства находится в Москве по адресу город Москва, 2-я Тверская Ямская улица, дом 40/3. Действительно, наши граждане Республики Таджикистан в Российской Федерации, в частности в Москве, обращаются по разному очень кругу вопросов, но мы постараемся ответить на все вопросы, даже если их просьбы не относятся к нашей компетенции, мы постараемся им помочь, указать, куда нужно обратиться, в каких случаях, в какие структуры нужно обращаться, по какому вопросу. В последние годы часто стали, если
взять проведенный анализ обращений граждан Таджикистана в представительство Министерства труда, миграции и занятости населения, показывает, что участились обращения по поводу задержек и невыплат зарплат трудовых мигрантов. Это стоит у нас в первом весте, можно сказать, да, по количеству обращений. И, например, только за 2016 год при содействии нашего представительства в тесном сотрудничестве с государственными структурами Российской Федерации нам удалось вернуть задолженность трудовых мигрантов в размере более 40 миллионов рублей. Это меньше половины той суммы, которая было возвращено в качестве задолженности по зарплате трудовым мигрантам. Есть вот еще большая сумма сейчас находится в стадии рассмотрения. В таких случаях мы обращаемся и в Роструднадзор, и в инспекцию труда, и в прокуратуру. И бывает, когда мы обращаемся, направляем официальное письмо работодателю, и этот вопрос решится уже с первого нашего обращения. Но бывают и такие случаи, когда очень трудно и затягивается процесс, вот этот процесс рассмотрения обращения граждан. Также в представительство часто есть обращения по поводу необоснованных решений районных судов, первичных судов об административных выдворениях в отношении граждан Республики Таджикистан. В этом направлении мы тоже тесно сотрудничаем с структурами, государственными органами, соответствующими государственными органами Российской Федерации. И в течение 2016 года юристами представительства, при содействии юристов представительства, было отменено решение в 80 случаях решения районных судов, было обжаловано и было отменено вышестоящими судебными инстанциями. Напоминаю, это только в центральном регионе. Если даже не в корне, но изменилось, даже в лучшую сторону. Причины разные. Во-первых, представительством Министерства труда, миграции и занятости населения Республики Таджикистан в Российской Федерации проделана огромная работа. Вот с 2014 года, когда начались вестись кардинальные изменения в федеральном законодательстве относительно в миграционной сфере, было очень много встреч относительно основ законодательств, касающихся пребывания и трудовой деятельности. И еще колоссальная большая работа, очень большая работа сделана и в республике. Министерством труда, миграции и занятости населения повсеместно проводятся различного рода встречи в махаллях, в кишлаках, в селах, в районах, в городах проводятся семинары, встречи с потенциальными трудовыми мигрантами, где посредством буклетов, разных информационных листовок, непосредственно во встречах проводятся разъяснительные работы о правилах пребывания и трудовой деятельности в Российской Федерации. И я думаю, что сейчас многие трудовые мигранты, граждане Республики Таджикистан, выезжая сюда, уже знают хотя бы основы федерального законодательства относительно пребывания и трудовой деятельности. Я думаю, что да, изменилась ситуация и в лучшую сторону. Законы должны знать все.
Потому что рано или поздно, или косвенно, или впрямую, мы все равно, когда находимся в какой-либо стране, мы все равно сталкиваемся с разными ситуациями и должны быть, чем грамотнее в правовом плане человек, тем он защищеннее. Но в любом случае основные нормы, регулирующие пребывание и трудовую деятельность, должны знать все. Это в первую очередь хотя бы на уровне общения знать язык страны пребывания. Во-вторых, приезжая сюда, человек должен, второе, иметь профессию. Иметь профессию, востребованную на рынке Российской Федерации. В-третьих, знать хотя бы основы законодательства принимающей страны. Четвертое. Знать, обязательно нужно знать, куда идти и кем работать. Пятое. Законно оформлять документы относительно по пребыванию и трудовой деятельности. В данном случае это временная регистрация законная и оформление трудового патента. И это нужно сделать именно в тех местах, где выдаются законом предназначенные соответствующие структуры. Не прибегать ни в коем случае к помощи посредникам. Шестое. Обязательно заключить трудовой договор. Обязательно, это очень важный пункт. Почему? Потому что рано или поздно, например, могут возникнуть трудовые споры, и тогда трудовому мигранту без заключения, не имея трудового договора, трудно будет доказать в спорных инстанциях, в соответствующих инстанциях, что он где-то работал и выполнял какие-то объемы работ. Поэтому заключать трудовой договор тоже это один из основных пунктов. Седьмое. Строго соблюдать законы и нормы страны пребывания. Строго. Это, во-первых, это гарантирует человеку, иностранному гражданину, чтобы в отношении к нему не принимались административные меры, чтобы он мог в следующем сезоне, чтобы мог вернуться и продолжать работать. Восьмое. Избегать сотрудничества и услуг сомнительных лиц, даже если они предлагают заманчивые предложения, потому что бесплатный сыр только в мышеловке. Поэтому здесь иностранный гражданин должен быть очень осторожным, всегда подойти с осторожностью. Всегда нужно избегать услуг и сотрудничества сомнительных лиц. И девятое. Бережно относиться к своим документам, удостоверяющих личность, также подтверждающих законное пребывание и подтверждающих законную трудовую деятельность. Всегда иметь при себе и при первой же ситуации необходимости предоставить эти документы, когда будет это необходимо.